Мавы Кок-Байрак, небесно-голубое знамя и золотого цвета герб Тарах-Тамга – сегодня узнаваемые символы крымских татар. Они прекрасно сочетаются на национальном флаге коренного народа Крыма. Однако тамга не всегда украшала знамя. До 1917 года вы не увидите ее на голубом полотне, но об этом факте часто забывают в литературе, кино и даже исторической науке, допуская явный анахронизм, не имеющий к реальности никакого отношения. И тем не менее и голубое полотно, и золотая Тарах-Тамга имеют давнюю историю, но у каждого символа она своя. Кок-Байрак и Тарах-Тамга были символами крымского ханства, однако они никогда не совмещались. Голубое полотно служило личным персональным знаменем, а вот Тарах-Тамгу имели право использовать только представители одной династии, и это были гераи, бессменные правители крымского ханства. Что же собой представляет голубое знамя и гербовая эмблема Тарах-Тамга крымских татар? Всегда ли эти два символа принадлежали крымцам? Были ли они заимствованы или перешли по наследству? Это одновременно и простые, и сложные ответы. Трудность заключается в том, что нет единого мнения и официальной теории. К примеру, почему голубое знамя используют крымские татары и какое значение оно для них имеет? Тарах-Тамга для меня это равновесие в гармонии или гармония в равновесии. Тарах-Тамга, дословный перевод, это расческа. Есть несколько изображений очень старых этого знака, где отсутствуют вот эти боковые ответвления в знаке, и она более похожа визуально на расческу. Версий происхождения этого знака несколько, так как род гераев является наследником по линии чингизидов. И вторая версия – это такая реанимация знаков боспорских царей. Сегодня флаг – символ государственной независимости, который отражает национальные особенности страны и важнейшие вехи ее истории. Но когда-то флаг возник как знак отличия рода. Со временем знамена стали атрибутом власти и достоинства правителей, полководцев и отдельных воинов. Флаги, знамена, хоругви и даже бунчуки – это своеобразные шифры, которые оставляет история в качестве знаков, рассказывающих о жизни народов и важных событиях, ключ к которым, к сожалению, во многих случаях утерян безвозвратно. С момента своего зарождения до настоящего времени они играют огромную роль в жизни общества, особенно в военные периоды, и, конечно же, исключением не была могущественная держава крымских татар. Крымское ханство на карте Восточной Европы как государственное образование появилось в XV веке. Оно стало наследницей Великой Орды. Его возглавил прямой потомок Чингисхана Хаджи Герай. Вместе с ханским титулом Хаджи Гераю перешла и хоругвь великого хакана, которая символически обозначала национальный, административный и государственный статус ханства. Родовая хоругвь или санджак шериф-ханов не сохранился. Остались лишь его описания. Он представлял собой древнее, уже тогда частично изношенное временем полотнище, бережно хранимое и благоговенно почитаемое ханами и их подданными. Санджак некогда развивался над ставкой самого Чингисхана.
Гераи брали Санджак-Шериф в военные походы, однако знамя поднимали лишь перед началом сражения. А после того, как имамы, сопровождавшие войско, завершали намаз, знамя великого Хакана снова передавалось священнослужителям на хранение. Знамена были разной формы и фактуры, состояли из высокого древка, навершия, алема и цветного матерчатого полотнища треугольной формы, реже прямоугольной, которая крепилась вертикально. В эмблемах знамен была заключена информационная символика. Она изображалась в родовых гербах, нишанах или тамгах. О последних мы поговорим чуть позже, а пока обратим внимание на цвет знамен, используемых крымцами ханского периода, к примеру, в военных кампаниях. Наравне с Санджак-Шерифом Чингисхана использовалось черно-красное полотнище, вышитое молитвами из Корана. В походе эти знамена несли перед крымским ханом и хранили в его личном шатре. Польский дипломат Мартин Браневский, посетивший в 1578 году ханство, отмечал, что символом гвардейского отряда крымского хана был белый бунчук, рядом с которым несли санджак красно-зеленого цвета. Дипломат писал, что при крымском отряде всегда есть знамя, состоящее из белых лошадиных хвостов, прикрепленное к длинной палке, и шелковое знамя зеленое с красным. Кроме регулярной армии хана, полки, которые формировались на время похода и подчинялись непосредственно главе государства, имели 3 больших знамени – красно-желтая, белая, белая-зеленая окантовка или зелеными языками и черный бунчук, а также красное с золотым шаровидным навершием, покрытое арабскими надписями. Другие же полки под предводительством родовой аристократии имели знамена и бунчуки, отличавшиеся по цветовой гамме, форме, качеству полотна и количеству тук хвостов. Что касается нагайцев из ханских провинций Северного Причерноморья, то они, как правило, сражались под желтыми саратук и белыми актук знаменами. Османский путешественник Эвлия Челеби отмечал, что такая иерархия цветов не принципиальна. Челеби писал, что во время боевых действий в середине 17 века аскеры, то есть воины, применяли красные и зеленые знамена. На османской миниатюре сочинения Локман бен Хусейна аль-Ашури изображена переправа крымско-татарских и османских войск через Дунай в 1566 году. Над головами крымцев реют 2 больших знамени, увенчанные фигурными золотыми навершиями. Первый санджак имеет желтое полотнище треугольной формы с широкой красной полоской по краю. Второй санджак – это зеленый флаг треугольной формы, разрезанный на 2 длинных языка, благодаря чему полотнище имеет характерную форму ласточкиного хвоста. На миниатюрах Шахнаме и Надири показаны знамена крымско-татарской армии хана Джанибека Герая. Главные знамена ханских войск представляют собой длинные деревянные древка с фигурным золотым навершием и треугольным полотнищем красного цвета. Знамена военачальников снабжены короткими черными бунчуками, белыми и оранжевыми треугольными флагами. И только на одной миниатюре к произведению Шахнаме работы Субхи Челеби Таликизаде мы видим армию крымского хана Бора Гази Герая II, где его военачальники наравне с треугольным красным флагом держат знамя голубого цвета. События, изображенные на миниатюре, это встреча глав 2 держав – Крымского ханства и Османской империи. Год 1595. Крымский хан Гази Герай с левой стороны согласился оказать военную помощь своему дальнему родственнику султану Мехмеду III в венгерских походах. Историк Ибраим Печеви так описывал эту встречу. Затем, спешившись и идя рядом со своими конями, они направились к золототканному шатру главнокомандующего, обсудили с ним несколько главных вопросов и вместе отобедали. Печеви достаточно красочно описывал события, которые после Субхи Челеби изобразит в миниатюре. И историк, и художник были не только современниками тех событий, но и участниками венгерских походов. Поэтому можно с уверенностью говорить, что они изображали ровно то, что видели.
и голубое знамя в рядах крымской армии не исключение. Другими словами, если мы не видели знамени или байрака голубого цвета на миниатюрах, изображающих крымско-татарских воинов других авторов, это не говорит о том, что его не использовали. Наряду со знаменами в Крымском ханстве большое распространение имели бунчуки, или как их еще называли, тук. Они представляли собой деревянное древко, увенчанное фигурным или шаровидным навершием, на которое подвешивалась кисть из одного или нескольких лошадиных хвостов. Своим подданным бунчук мог жаловать только крымский хан. По количеству бунчуков определяли военный ранг военачальника. Как видим, в письменных источниках и на миниатюрах, изображающих военные походы, санджаки и флаги голубого цвета представляют редкость. Возможно, это объясняет тот факт, что для крымских татар, как тюрков, голубой является священным цветом и не предназначался для военных кампаний. Мавы кок, небесно-голубой цвет, у тюркских народов является синонимом чистоты и свободы, честности, верности и безупречности. Он ассоциируется с небом, реками и озерами. Голубой цвет – один из символов древнего тюркского верования тенгрианства – вера в единого бога Тенгри. Сегодня на национальном флаге крымских татар цвет символизирует чистое небо, мир и благополучие, а одноцветие фона и единство народа. И, видимо, не случайно именно эти небесные мотивы и были отражены при выборе основного цвета национального флага крымских татар. На санджаках первых лиц Крымского ханства часто изображалась гербовая эмблема тамга. Как правило, она представляла простейшие геометрические фигуры и имела свое название. Была своя родовая тамга и у правящей династии Гираи. Знак отображает, конечно же, в первую очередь, это тот род, которому принадлежит. Он в первую очередь являлся им атрибутом, который показывал принадлежность товаров, недвижимости этого рода. Почему была выбрана именно расческа и что она значит для рода Гираев, на сегодняшний день она остается загадкой, и я думаю, что в процессе изучения мы разгадаем ее. Для меня кок-байрак – это цвет неба над Крымом. Это цвет места, где живет Всевышний. Это цвет утреннего Черного моря. Тарах тамга или трезубец появился, очевидно, на рубеже XII-XIII веков. Он представляет собой Т-образную фигуру. Первый крымский хан Хаджи Гирай утвердил ее как государственный герб. Отныне этот знак власти отображается на государственной печати и становится постоянной легендой на монетах. Ее можно отчетливо видеть на монетах самого Хаджи Гирая и его потомков, на стенах ханского дворца и многих городских воротах. По легенде, Тарах тамга досталась Гираю в наследство от Джучи, первого сына Чингисхана. В раннее средневековье у тюркских народов был широко распространен родовой знак тамга. Каждое поколение имело свою тамгу. Потомок определенного рода, заимствуя тамгу своего предка, добавлял к ней дополнительный элемент, либо видоизменял ее. Она изображалась на личных вещах и служила для лиц, принадлежавших к тому или иному роду, символом собственности. Ею метили скот, дорогую утварь, фамильные вещи, драгоценности. В качестве прототипов тамги выступали простейшие геометрические фигуры. Это могли быть круг, квадрат, треугольник, угол, иногда буквы разных алфавитов. Большое распространение тамга получила в ходе завоевательных походов Великой империи чингизидов в странах Средней Азии, Восточной Европы, Ближнего и Среднего Востока, Кавказа и Крыма, где авторитетом был документ с ханской печатью. В Крыму востоковед Александр Самойлович впервые описал тамги в 1917 году. Ученый-археолог Осман Акчокраклы летом 1925 года собрал приблизительно 400 тамг в различных регионах Крыма. В
1927 году преподаватель персидского языка Виктор Филоненко сделал наброски 150 тамг на 3 кладбищах в Кизлеве, современной Евпатории. Некоторые востоковеды склонны полагать, что тамги ханов и беев – не что иное, как фамильные гербы. Как выше уже было сказано, у тюрков большое распространение тамга получила в период могущественной империи чингизитов. Фамильный герб своим соратникам даровал сам великий Каган Чингисхан. Каждому из беков он давал тамгу, птицу, дерево и сигнальный клич. Обратился он к Ункрат Бию Оглу Синкеле и говорит: «Синкеле, пусть твое дерево будет яблоня, пусть твоя птица будет сокол, твой клич Кункрат, а тамга твоя пусть будет месяц». Имел свою тамгу и род Ясугея Богатура, отца великого Чингисхана. По преданию, именно эта тамга в несколько измененном за века виде перешла к крымским ханам. Происхождение тарах-тамги имеет свою легенду, подробно изложенную в рукописи историка XVII века Абдуль-Гази под названием «Предословная история о татарах». Из этого источника видно, что некая почтенная монгольская дама по имени Алан-Гуа вскоре после смерти своего мужа чудесным образом зачала от божественного посетителя, приходившего к ней в ореоле золотого сияния. От этого странного союза она родила 3 сыновей, одним из которых стал Будунчар. Именно к нему возводят свою генеалогию род Ясугея Богатура, а Алан-Гуа почитают как прародительницы своего рода. Конечно же, поверить женщине, пусть даже уважаемой и пользующейся непререкаемым авторитетом в своем народе, но утверждающей о непорочном зачатии, трудно. По-видимому, сами монголы X века относились скептически к рассказам Алан-Гуа, но когда ее потомки захватили власть, безопаснее стало не спорить. С этого времени 3 рода, которые пошли от 3 сыновей Алан-Гуа, почитались как символ божественного происхождения и непорочного зачатия от самого бога Тенгри. Это и послужило началом появления родового знака трезубца единства – тарах-тамги золотого цвета. Историк Абдуль-Гази, размышляя о происхождении и значении тарах-тамги Чингисхана, приходит к мнению, что родовой герб символизирует гребень, которым предки великого Кагана каждый раз старались причесать внутренние конфликты в своем народе, если таковые возникали. Но нет никаких фактов, подтверждающих, что родовой знак имел отношение к гребню. Из 4 сыновей Чингисхана от старшей жены Борте лишь потомки Джучи дольше других продержались на исторической арене. Последними из них оставались гераи, основатели независимого Крымского ханства. Приведенное выше предание об Алан-Гуа всего лишь красивая легенда и не более того. Впрочем, она очень похожа с другой легендой, которая ведет свое происхождение уже не из монгольских степей, а из самого Крыма. В книге «Энциклопедия крымских древностей» имеются изображения нескольких десятков родовых гербов боспорских царей. Обращают на себя внимание первые знаки понтийских атонидов в форме трезубца. Среди них выделяется личный знак царицы Динамии, внучки известного царя Митридата Евпатора. Этот родовой герб по своей структуре напоминает тамгу гераев. Он был изображен на монетах, выпускаемых в годы правления царицы Пантикопеи. Цари Боспора Киммерийского были местного происхождения, соответственно, и их родовые эмблемы имели крымские корни. Правда, и здесь не обошлось без легенды о трезубце, олицетворяющем единство 3 братьев, от которых пошли якобы 3 народа. Если верить Геродоту, то на этот раз в роли отца выступает мифологический персонаж Геракл, чей культ был распространен на Крымском полуострове в античные времена, а в роли матери – таврская богиня Апа. Считалось, что один из сыновей стал родоначальником боспорских царей, а родовая эмблема трезубец – отличительным знаком их божественного происхождения. Боспорские, или как их позже стали именовать сарматские трезубцы, имели большое сходство с тамгой крымских ханов. Их и сегодня можно увидеть на монетах боспорских царей. Примечательно, что сарматский тамгообразный знак на монетах царя Фафорса чеканился рядом с изображением римского императора.
Это говорило о независимости Боспорского царства от Римской империи. Тамга царей из Пантикопея продолжала передаваться из поколения в поколение, приобретая новые черты, а со временем государственный герб Боспорского царства все больше походил на современную тамгу рода Гераев. Тамга царей из Пантикопея продолжала передаваться из поколения в поколение, приобретая новые черты, а со временем государственный герб Боспорского царства все больше походил на современную тамгу рода Гераев. Сегодня историки стремятся понять значение Тарах Тамги Гераев. Некоторые видят единство хана, Калги и Нуриддина, но эти должности в Крымском ханстве были учреждены гораздо позже, чем сама тамга, уже фигурирующая в письменных источниках. Некоторые видят в этом единство трех племен, принявших участие в этногенезе крымских татар, что тоже мало убедительно. Существует предположение, что Тарах Тамга – не что иное, как стилизованное изображение орла. Однако большинство склоняются к тому, что трезубец – это весы, знак справедливости. Однозначной версии происхождения и значения этого древнего знака, имеющего, несомненно, глубокие корни, на сегодняшний день нет. Историкам еще предстоит сделать интересное открытие в этом направлении. Что же касается дальнейшей судьбы герба крымских татар, то после распада Крымского ханства в 1783 году он становится национальной эмблемой крымских татар. На первом Курултае в 1917 году флаг с Тарах Тамгой был утвержден как государственный символ. Гораздо позже, 30 июня 1991 года, на втором Курултае крымских татар флаг с тамгой был принят в качестве национального. Тамга очень напоминает трезубец, и если ее перевернуть, то она отдаленно будет напоминать государственный герб Украины, который тоже был родовой тамгой киевских князей. Трезубец, изображенный на гербе Украины, имеет древние корни. О происхождении значения трезубца как символа государственной власти, церковной или военной эмблемы украинцев существуют разные теории, но ни одна не дает удовлетворительного объяснения. Впрочем, как и Тарах Тамги крымских ханов. С княжеских времен сохранились трезубцы на золотых и серебряных монетах князя Владимира Великого, который, по-видимому, унаследовал этот семейно-государственный знак от своих предков. Условно эти таинственные эмблемы называли знаками Рюриковичей. Вызывают вопросы родовые гербы многих шляхетских родов Украины, таких как князей Глинских, Богдана Хмельницкого, Ивана Мазепы, Калетника Андреевича, Криштофа Ничковского и многих других, на которых явно просматриваются тамги и знаки, связанные с соседним Крымским ханством. И здесь остается открытым вопрос, были ли они связаны с гербами или тамгами крымской аристократии, и какова их настоящая история. Об этом еще предстоит узнать.